Проезд на горнолыжный курорт Чимбулак отныне закрыт. Вдоль дороги появились запрещающие знаки, а прямо на проезжей части круглосуточно дежурят полицейские и бойцы СОБР. Так местные власти оперативно исполнили поручение главы государства, посетившего на днях Алма-Ату с официальным визитом. Я аккумулировал большие средства, привлек инвесторов, построили канатную дорогу в Медео, чтобы там, где находится каток, не было автомашин. Ты посмотри, что делается. Что за безобразие? Для чего мы построили канатную дорогу? Чтобы никто на машине не лазил, тонкая экология Чимбулака не портилась. Акимат отреагировал на слова президента, и теперь алматинцам и гостям города приходится оставлять машины на стоянке возле высокогорного катка Медео и продвигаться далее пешком или воспользоваться канатной дорогой, либо такси. Ну, наверное, нанимать такси по 1000. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Для вас это приемлемо финансово? В любом случае, поездка на Чимбулак сопряжена с определенными расходами. И 1000 больше, 2 меньше, как бы, не суть. Про такси необходимо сказать отдельно. Интересно, что въезд в запретную зону оказался доступен всего лишь для одной алматинской компании. Водители на новеньких, еще даже не до конца оклеенных рекламой автомобилях, припаркованы прямо возле полицейского кордона. Как удалось выяснить в разговоре, ежедневно дежурят 12 автомобилей. Стоимость поездки $3 с человека в один конец. Клиентов более чем достаточно. Ну, если, например, клиент желает там селфи сделать, Это без проблем, да? без проблем, там, фото, экскурсия, там, историю немножко. Грубо говоря, вы час едете, да, наверное? Ну, минут 30-40. Еще один способ добраться до горнолыжного курорта – канатная дорога. Билет в оба конца стоит $7, однако канатка не имеет промежуточных станций, что крайне неудобно для людей, работающих в ущелье, или отдыхающих, желающих подняться выше Чимбулака. Улан Курманбаев уже 10 лет работает сторожем на сероводородном источнике в Горельнике. На канатке туда не доберешься. От катка Медео и полицейского кордона Улану приходится идти до работы 8 километров пешком. Пропуск на личный автомобиль ему не выдают. Объясняюсь тем, что наш президент дал указ, что закрыть дорогу. Это, я думаю, что даже хоть Господь Бог, я прямо скажу, ничего не боюсь. Даже никто не имеет права закрывать дорогу, я думаю. Недобро отзывается о нововведении алматинец Анатолий Куликов. Он привык ездить на горячий источник каждую неделю, собирать с детьми малину и грибы в ущелье. Анатолий рассказывает, что сначала вдоль дорог появились запрещающие знаки, потом были открыты платные стоянки. Теперь проезд закрыли полностью. Это связано с бизнесом канатки. Вот. Для этого все было сделано, чтобы люди ездили только на канатке. Только на канатке. Вот. И знаки понаставили, и кругом позакрывали дороги. Вот. И все это сделалось для того, чтобы ездили на канатке. Акимат Алма-Аты разместил информацию, что от Медео до горнолыжного курорта будут курсировать трансферные автобусы, которые должны будут доставлять десятки алматинцев до места работы. Но пока эти рейсы не запущены. Интересно, что в ходе рабочего заседания Нурсултан Назарбаев недобро отозвался и о частной застройке в природоохранной и селеопасной зоне. Президент заявил, что незаконные коттеджи, гостиницы и рестораны местные власти должны валить бульдозером. Видимых результатов исполнения этого указания главы государства пока нет. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.